Их знакомство с Грозным начинается именно здесь, с высоты птичьего полета, с крыши чеченских небоскребов. Туристы созерцают облик ночного города. Яркий, красочный, он всегда обладал своим особым образом и архитектурным почерком. Туристическая группа в основном состоит из уроженцев Республики Крым, и для многих из них это первый визит в регион. В течение двухдневной насыщенной и разнообразной программы туристы планируют поближе познакомиться с Чечней. Даже не могли представить, что мы увидим такую красоту. Вот, нам все очень нравится. Мы находимся у вас только полчаса. Вот, у нас впереди обширная программа. Вот, мы после того, как поселимся в гостиницу, еще пешком погуляем по вашему прекрасному городу, пофотографируем. Несмотря на то, что в Грозный не доехали только ночью, сразу по прибытии гости решили пройтись по центральному проспекту столицы. Сунжинский мост, а рядом и самая красивая мечеть в Европе имени первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, сердце Чечни вызвало большой интерес у туристов. На самом деле вживую, наконец-то я рядом с ней. А что делается там, так вообще поджилки дрожат, коленки дрожат, но все здорово очень. Они еще не знакомы с культурными и историческими памятниками республики, однако достаточно наслышаны. Видеть Грозный воочию – это совсем другие чувства, говорит Елена Гулякова. Это мой первый визит в этот город. Конечно, меня он всегда очень интересовал, потому что народ такой, как сказать, героический, умеет себя защищать. И город очень понравился. Первое впечатление вообще очень, как говорится, сногсшибательное. И впечатляет то, что всего за несколько лет буквально было построено так много таких красивых зданий. И вообще видна забота о вашем народе, вашего президента. Впрочем, ни одна такая экскурсия не обходится без знакомства туристов с историческими памятниками культуры и быта чеченцев. Уже утром следующего дня группа выдвигается из Грозного в Итумкалинский район Чечни. По дороге туристы несколько раз останавливают машины, чтобы посмотреть на красоту здешних мест. Картина действительно впечатляющая. Величественные горы, чистые реки. Следующая остановка туристов возле родникового источника селения Зоны по дороге, ведущей в Шатой. По местным традициям, каждый, кто проезжает близ этого источника, обязан выпить воду и только после может продолжить свой путь. Свои эмоции туристы запечатлевают памятными фотографиями и вновь выдвигаются в путь по серпантинной горной дороге. Уже в самом Итумкалинском районе между селениями Ушкалой и Гучум-Кале в самом узком месте Аргунского ущелья перед туристами открывается еще более впечатляющая картина – знаменитые ушкалойские сторожевые башни, построенные еще в XI-XII веках. Бытует мнение, что одна из башен была разрушена в 1944 году, а вторая пострадала от обстрелов. Обе они восстановлены в 2001, и теперь посмотреть на старые чеченские сторожевые башни может любой ценитель прекрасного. Нам очень понравилось. Мы пребываем в большом восторге от местных достопримечательностей. Это выглядит все настолько величественно. Мы получаем огромное удовольствие, потому что у нас тоже по-своему красивая природа, тоже есть достопримечательности архитектурные, но у вас это по-особенному выглядит. И по-особенному вы лично относитесь и сохраняете свои памятники, чему бы нам стоило бы поучиться. Путь к башням лежит через мост, который проходит над рекой Чанты-Аргун, в нише скалы Селин-Лам. Туристы подбираются поближе к башням, чтобы посмотреть на красоту древней истории чеченцев. Такого я еще не видела. Это что-то с чем-то. Взять Крымские горы, даже там таких местечек не найдешь, как найдешь здесь. Как найдешь здесь. Очень понравилось, очень много впечатлений. Замечательное место. Побывать в Чечне она хотела бы еще не раз, говорит Валентина. С экскурсионной поездкой женщина посетила много мест Кавказа. Однако признается, что с этой красотой ничего не сравнится. Элина Халидова, Руслан Яхяев и Ислам Цамаев. Новости 7.